Африканский регион Сахель — это не то место, куда можно просто так забрести. У вас должно быть призвание. Здесь очень сухо. Здесь много песка, здесь пыльно. Это пустыня. Здесь может быть от 38 до 46 градусов тепла круглый год. Эта обширная территория пересекает 10 африканских стран, от Сенегала до Эритреи. Это земля экстремальной жары, зыбучих песков и смертельной опасности. Здесь произошло более половины смертей, связанных с терроризмом в мире. Это передовая линия духовной и физической борьбы. И вот вы здесь, в центре одного из самых опасных районов Африки. Что с вами не так? Зов дикой природы. Я не знаю. Я думаю, что это течет в крови. Кэрол Уорд бежит навстречу огню. Она делала это десятилетиями, начиная с Северной Уганды, в период расцвета армии в сопротивлении Господа. Затем был Южный Судан. Гражданская война разрушала деревни, разбивала сердца. В то время как другие бежали, Кэрол оставалась, принося исцеляющую надежду и неустанную любовь Иисуса. Вы не можете жить здесь, пока не умрете. И затем... Что вы имеете в виду? Вам нужно умереть для себя, и дьявол не может убить мертвеца, потому что твоя жизнь уже не твоя. Это глубокий вид мужества. Вот эта карта была картой моего отца, которая висела на стене в его, точнее в нашем миссионерском доме на Филиппинах. И он возлагал руки, особенно на мусульманские страны, и просто рыдал и рыдал. Ее родители провели 62 года, проповедуя Евангелие в регионах, подвергающихся террору со стороны Абу Саяфа на Филиппинах. Ее бабушка и дедушка служили миссионерами в Китае в течение 30 лет. Следовать за Иисусом было не просто решением. Это было их наследием. Тогда я поняла, что страх заразителен, но также и вера. И вот я выросла в семье, где, несмотря на то, что Абу Саяф в 45 лет искал голову моего отца, он не испытывал страха. Он искренне любил людей, которые жгли Библии и швыряли ему их в лицо. И он был готов пожертвовать, отдать свою жизнь. Сегодня миссия Кэрол продолжается здесь, в Чаде, стране, находящейся в тени Боко Харам, ИГИЛ и Аль-Каиды. Мое сердце стремится продвигаться все дальше и дальше на север, во все большую исламскую тьму, с Евангелием, потому что если мы не будем продвигаться так же быстро, как они, мы проиграли. Она организовала общенациональное молитвенное движение, объединяющее местных верующих, жителей Чада, которые знают эту землю, язык и цену следования за Христом и проповеди о Нем. В нашей школе подготовки миссионеров некоторые члены Боко Харам пришли к Иисусу. Сейчас мы провели 5 школ в Чаде и посылаем миссионеров. В Чаде у нас работает более 150 миссионеров, и это чадские миссионеры. Некоторые из этих миссионеров отправились на восток вместе с потоком суданских беженцев, спасающихся от войны. Многие верующие крестили 202 человека из них. Это была их первая школа подготовки миссионеров. Это не чужаки, это местные жители, обученные, снаряженные и готовые к работе, в отличие от немногих других. Готов к работе. Такие люди, как Дигба Кацала, уличный евангелист, он не просто проповедует, он едет прямо в хаос. Иногда люди не очень восприимчивы. Иногда это приводит к конфронтации. Но потом, когда люди видят, что вы упорно придерживаете Слова Божьего, они привыкают к вам. И когда вы делаете призыв в конце, есть люди, которые начинают посвящать свою жизнь Христу. И это невероятно. В течение последних 5 лет пастор Дигба ездил на своем мотоцикле по улицам столицы Чада и его окрестностям. И в разных местах он устанавливал свою аудиосистему, доставал микрофон и открывал Библию. На французском или арабском он смело провозглашал Евангелие Иисуса Христа. Чад более чем на 50% состоит из мусульман. Но это не мешает Дигби открыто говорить об Иисусе. Его голос эхом разносится по рыночным площадям и оживленным дорогам. Люди останавливаются, они слушают, и многие откликаются. Есть еще Абдуллахи Махьямгер, другой миссионер, который когда-то принял ислам. Я был ревностным мусульманином. Я молился 5 раз в день. Я соблюдал пост во время Рамадана, и мне совсем не нравились христиане. Его отец обучался у исламских экстремистов в Сахеле, чтобы нападать на христиан. Теперь Абдуллахи посещает те же регионы не с ненавистью, а с надеждой. В то время как мир видит здесь террор,
Он видит кое-что еще. Есть надежда, потому что многие мусульмане в этих странах сегодня открыты для того, чтобы слушать Евангелие. Бог действительно действует в Сахеле. Они приходят к Иисусу в большом количестве, и их жизни преображаются. Кэрол называет Абдуллахи, Дигбу и бесчисленное множество других верующих Чада острием копья. Благодаря молитве, самопожертвованию и отчаянной любви к Богу они меняют духовную карту одного из самых опасных мест на континенте. Молитва преображает нас и дает нам желание отдать своей жизни и выполнить великое поручение, чего бы это ни стоило. Молитва возлагает на нас бремя. Мы на самом деле составляем карты. Составляя карты, мы смотрим, где находятся недостигнутые группы людей, где терроризм, где войны и кровопролитие. Идем туда. Джордж Томас, новости CBN из Нджамены, Чад.